Наш институт в лаборатории определяет фактически химический состав кормов. Детергентной клетчатки, если больше нормы, резко снижается переваримость и усвоение питательных веществ. Обычным хлебом кормят, представляете, вот при откорме. Там еще какие-то употребляют. Медь, кобальт, йод. Да. Если их в рационе нет, откуда они будут в продукции тогда? Неиспорченное мясо. И запах от какого-то лекарства. Если мы его ввели, к использованию продукт может быть допущен только после определенного срока. Если одна заболела, то считайте, 1000 заболеет. У нас по Казахстану даже при нормальном балансировании рационов, при хорошем наборе кормов, у нас 25-30% дефицита протеина. Значит, выращивали на газе метана микробную массу и получали сухой порошок. У нас в рационах не хватает таких витаминов, как А, Д, Е. Здравствуйте. Добрый день. Ильич. Мы сегодня приехали вот к вам. У нас, во-первых, хочу вас представить. Александр Ильич является главным научным сотрудником института, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Вот цель нашего приезда к вам — очень многих крестьянских хозяйств, крестьян, которые содержат животных домашних, да, волнуют многие вопросы. Вы знаете, в свое время, советское время, были по, например, откорму целые комплексы. Да, площадки откормочные были. И там были специалисты уже с образованием, которые могли составлять рационы, ветеринары, которые могли в свое время на какие-то мероприятия проводить. Сейчас таких комплексов вообще считанные таких. Да. Есть малый бизнес, есть средний бизнес. Личное подворье. Личное, да, подворье. И есть, каждый по-своему там откормом занимается. Да. Каждый занимается заготовкой как, по карману, как скажем, да. Поэтому вот не могли бы вообще рассказать, как правильно с научной точки зрения, вот как специалист, что такое вообще традиционный откорм? Ну, если говорить об откорме вообще, о ведении отрасли животноводства, в частности мясного скотоводства, то нужно сказать, что есть определенные факторы, от которых зависит уровень ведения животноводства, ведения отрасли. Сюда в первую очередь нужно отнести уровень селекционной работы, технология содержания животных, ветеринарно-санитарные мероприятия и, конечно же, кормление. Кормление – это один из самых важных, если не самый важный фактор в любой отрасли животноводства. Без организации полноценного кормления невозможно получить достаточно высокую продуктивность. Если даже мы имеем хорошие корма, хороший набор кормов, то еще очень важно иметь фактически химический состав кормов. Потому что без него практически невозможно сбалансировать рацион. Почему? Наши исследования показали, что средние справочные данные от фактических данных отличаются на 10-30%. Это большой показатель. К сожалению, большинство хозяйств пользуются справочными данными. Вот в этом плане мы проводим большую работу в плане изучения фактического химического состава кормов. Это наша услуга. К нам привозят корма. Это вы занимаетесь здесь? Да, наш институт в лаборатории определяет фактически химический состав кормов. В этом направлении проведена огромная работа, особенно за последние 1,5-2 года. Вот если мы определяли по 10, 12, 15 показателям, то сейчас прибавилась органика,
Что такое? Активная кислотность, pH, содержание молочной, уксусной, пропионовой кислот, их соотношение. Это очень важный показатель при оценке качества силоса, сенажа. Конечно. Теперь освоены такие показатели, как нейтральная детергентная клетчатка и кислотно-детергентная клетчатка. Вообще у нас даже справочников практически сейчас нет этих показателей. Этих показателей нет? Да? Нет. А это очень важно при нормировании рационов. От того, сколько этой клетчатки, особенно кислотно-детергентной клетчатки, если больше нормы, резко снижается переваримость и усвоение питательных веществ. И поэтому на выходе низкая продуктивность. Ну, если говорить о способах откорма, то я бы выделил, наверное, 3 вида откорма. Это экстенсивный или, скажем так, сейчас традиционный откорм, который у нас используется, особенно в личных подсобных хозяйствах. Это использование в основном грубых кормов, сена и небольшой части концентратов, или вообще без концентратов, и пастбища. Ну, какие плюсы вот этой экстенсивной технологии? Продукция получается дешевая, потому что зеленые корма и сено, они обычно дешевле, чем, допустим, концентрированные корма. Вот этот плюс дешевле продукция, а недостаток низкой продуктивность животных. Ну, привес, я вам скажу, примерно вот по Казахстану в этих частных личных подворьях, ну, 500-600 грамм составляет максимум. Это в сутки? Да, суточный привес. Суточный. Теперь умеренный способ откорма. Здесь больше набор кормов, допустим, можно используется даже силос. Уровень концентрата добавить до уже 20-25-30%. В основном вот этот откорм это в крестьянских фермерских хозяйствах, потому что личные подворья себе не могут позволить увеличение концентратов и увеличение силоса. Вот такой это средний период откорма. Здесь уже и продукция получается на выходе до 600-800 грамм уже увеличение от привеса. Если там 500-600, здесь до 800 грамм. И если брать сельхозпредприятия, это более крупные, формирования, да, где есть силос, сенаж, сено, достаточно концентратов, там используют у нас интенсивный откорм. Что такое интенсивный откорм? Это большой набор кормов, допустим, грубая корма, сенаж, силос. И главное, уровень концентратов доводит 50 и более процентов. Естественно, в этом случае мы получаем привесы за килограмм. Кило 200, кило 500. Там 500-600, здесь на выходе 1500. Вот. Сам по себе выгоден этот корм. Почему? Вот, допустим, если у нас, назовем так, традиционный корм или откорм на грубых кормах, животное затрачивает энергии на поддержание своего тела до 50% от, вернее, 60-70% энергии на поддержание своего тела. А интенсивный откорм, высокопротивные животные, они всего до 50, не более процентов на поддержание тела, а остальное идет на продукцию. Вот такие в основном виды откорма у нас существуют. Плюсы и минусы. Да, плюсы и минусы вот этих откормов. А вот по срокам откорма, например, сколько месяцев интенсивное содержание? Да, это важный момент. Это важный момент. Допустим, нам нужно доводить весовую кондицию, чтобы довести, допустим, 450-500 килограмм, обычно мясных доводит до 450-500 килограмм, прежде чем сдать на убой. При экстенсивном откорме это будет более 18-20 месяцев. 18 это где-то полтора года, да? Полтора года. Если, допустим, умеренный, ну, 17, не более 18. А вот интенсивный, 16 месяцев мы уже можем получить
450-500 килограмм. Ну, по срокам тоже выигрывает интенсивно. По срокам, да, по срокам выигрывает. Но в любом случае, я говорю, должен быть как можно больше оптимизирован рацион. Только в этом случае можно получить хорошую продуктивность. Другое дело, если не позволяют условия, то приходится использовать интенсивный, экстенсивный откорм. Все понятно. Вот знаете, мы вот часто ездим по крестьянским хозяйствам, свои консультации даем. И разные, конечно, люди, вот вы говорите, вот личные, которые держат, некоторые даже говорят, обычным хлебом кормят, представляете, вот при откорме. Там еще какие-то употребляют. Ну, это же понятно, что полноценного, чтобы добиться короткие сроки, такого откорма не получится. Нет, конечно, если грубые корма, там немножко, ну пусть хлеб, пусть концентрат, это же... И на качество продукции тоже влияет? Однозначно. Если рацион не сбалансирован, недополучаемые, допустим, основные питательные вещества, что к ним относится? Это протеин, это жиры, это углеводы, то и это основные питательные вещества. Но есть еще биологически активные вещества, кальций, фосфор, медь, кобальт, йод. Если их в рационе нет, откуда они будут в продукции тогда? Конечно, в этой продукции будет ниже содержание этих элементов, чем, допустим, в высококачественной продукции при сбалансированных рационах. Это естественно, да. Ну, например, я насколько знаю, протеин, например, на мышечную массу, да? Да, протеин, если достаточно протеина, идет бурный рост мышечной ткани. При недостатке протеина, естественно, замедляется рост. Просто видите, как у нас зачастую вот эти вот, которые занимаются сейчас такими откормом, которые, они же говорят, как одним словом говорят, это вот неграмотные люди в этом отношении, вот, которые не специалисты, которые знают, для чего вот эти вот питательные вещества, для чего полноценный рацион нужен. Они думают, если вот мы откормили, даже например, хлебом или чем-то, получили какой-то небольшой этот, зарезали, продали. На качество не обращать внимания в основном на это. Вот. А качество мяса, что мы-то с вами знаем, что такое мраморное мясо, что такое, вот, как надо, с какого возраста, например, да, это все же влияет на качество продукции. Вот еще один такой вопрос. Мы вот зачастую встречаем, я сама лично вот тоже встретила, купила мясо на базаре килограммов 5. Принесла домой. Начала варить вот, неиспорченное мясо и запах от какого-то лекарства. Вот какого-то лекарства. Ну, лекарство или какого-то, в общем, непонятный какой-то запах. И мы не могли это мясо есть. Вот. Сейчас вот на рынке и вообще среди населения идет такой разговор. Говорят, что это гормоны, там какие-то еще что-то, стимуляторы какие-то химические, да? Вот насчет этого могли бы вы? Это общепризнанная технология. Каждый фермер стремится получить больше продукции. Если кормовая база позволяет получить один уровень продуктивности, одну продукцию, то, допустим, использование каких-то стимуляторов роста позволяет при этих же кормах получить более высокую продуктивность. Вот для этого используются гормоны, антибиотики. Для чего гормоны используются? Они активизируют все обменные процессы в организме. И, естественно, повышается переваримость питательных веществ, повышается использование питательных веществ и прирост мышечной ткани. А за счет протеина же мышечная ткань растет. А раз обменный процесс повышается, повышается привес и рост тканей. Это да, это применяется, но какая беда, вот, на мой взгляд, в этом плане? Дело в том, что каждый препарат есть определенный срок. Если мы его ввели, к использованию продукт может быть допущен только после определенного срока. Наши фермеры зачастую эти сроки не выдерживают.
Если эти сроки не выдержаны после последней вакцинации, скот забит и пошел на реализацию, значит, что будет? Остаточные продукты мы с вами получает наш организм. А нам, здоровому организму, эти гормоны не нужны, потому что они будут нарушать наши обменные процессы у нас уже. И нам лишний привес и лишняя активация нам не нужна. Это нарушение нашего здоровья будет. Теперь, что касается антибиотиков. Антибиотики — это, собственно, как лекарства. Вот для чего их используют? Здесь другой механизм. Если там обменные процессы повышаются, а антибиотики, они как бы профилактируют болезни, они стабилизируют наше здоровье. А если животное меньше болеет, значит что? Значит, нормально идет пищеварение, нормальная переваримость, нормальное усвоение и на выходе увеличение продукции. Ну, та же проблема. Если сроки не выдержаны, значит, мы с вами антибиотики получим. А что такое антибиотик, если мы с вами получим? Может быть, вреда особого не будет, но идет привыкание, а лечимся мы практически одинаковыми антибиотиками. Конечно. Значит, у нас будет привыкание. Привыкание. Вот, поэтому особой проблемы, особого вреда от этого нет, если соблюдается протокол их использования. Насколько я знаю, одно время, по-моему, проводил наш Казнау определенные исследования. Особенно вот я хотел вот остановиться на продукции птицы. Птица, она же очень скучность большая у них там. Если одна заболела, то считайте, 1000 заболеет. Поэтому там постоянно это применение идет антибиотиков. Да, и это вот всем известно. И частенько эти сроки не выдерживаются. Вот исследования Казнау показали, что одно время поступала из России нам птица, и там были отмечены остаточные продукты антибиотиков. Что надо в государстве налаживать контроль наличия остаточных продуктов по гормонам и антибиотиков в кормах. В кормах. Мясо, животного. У нас практически сейчас контроля нет в этой области, к сожалению, к великому сожалению. Вот еще такой вопрос. Мы, вот, кроме вот этих химических стимуляторов, там, гормонов, есть биологические кормовые добавки. Да, достаточно много различных добавок. Различных. Почти все страны биологические вот эти кормовые добавки производят, аналогов у нас на рынке хватает. Что бы сказали бы, чем отличаются вот биологические кормовые добавки, какие плюсы, какие минусы вот нашим фермерам? Ну, если подходить с точки зрения, что рацион должен быть сбалансирован, то мы кормами, которые мы используем, мы не можем отбалансировать рацион. Допустим, по тому же протеину, сахару, кальцию, фосфору, микроэлементам. Поэтому мы вынуждены применять различные добавки. Но я бы условно разделил на такие добавки, как протеиновые добавки. Вот. Это основа основ. У нас по Казахстану даже при нормальном балансировании рационов, при хорошем наборе кормов, у нас 25-30% дефицита протеина. Поэтому вот, протеиновые добавки сюда что входит? Прежде всего, это растительные протеины, жмыхи, шроты. Теперь животного происхождения, кровяная мука, рыбная мука и так далее. Это совершенно безопасные, так сказать, добавки, и любой фермер может их спокойно использовать. Есть синтетические добавки, такие, как, допустим, протеиновые, как карбамид. Вот это уже очень нужно, так сказать, знать определенные правила обращения. Осторожно уже. Осторожно, потому что если мы перекормим животным более, там, допустим, 100 грамм дадим карбамида, то уже может быть отравление. Тем более его нужно скармливать доз, допустим, как минимум 2 раза в сутки. Тогда будет больше эффект, не будет отравления.
Есть интересные микробиологические добавки протеиновые. Вот давно еще, в общем-то, это было начато, выращивание микробов на метане, на газах. Вот. За рубежом это достаточно активно используется. Сейчас в Казахстане проводятся такие работы. Вот мы недавно провели такую работу. Значит, выращивали на газе метана микробную массу и получали сухой порошок. Так вот, в этом сухом порошке до 70% протеина получается. Это биологический протеин, очень ценный, переваримость 90%. И вот использование этого протеина на животных показало увеличение продуктивности 10-12% живой массы продуктивности. Очень полезно. Ну, что касается минеральных добавок, ну, здесь общеизвестные монокальций фосфат. У нас в Казахстане бесторный фосфат производится. Цель этих добавок – это восполнение кальция и фосфора в рационах животных. Как правило, если кальция хватает, то фосфора у нас также в рационах значительный дефицит, до 35%. Поэтому они как восполнители фосфора. Еще я бы отметил значение витаминных препаратов. У нас в рационах не хватает таких витаминов, как А, Д, Е. Поэтому используются растворы витаминных препаратов. Тоже как добавки используются. Или инъекции делаются, или с кормами скармливаются. Особое внимание заслуживают такие добавки, как комбикорма и премиксы. Комбикорма решает такую проблему, как восполнение всех основных питательных веществ. Это энергия, это протеин, это углеводы, это жиры. У премиксов, у них другое назначение. Это восполнение биологически активных веществ. Это микроэлементы, такие как, допустим, медь, кобальт, йод, цинк. И витамины А, Д, Е. В Казахстане практически в каждой области есть заводы, и они выпускают эту продукцию. Но я бы высказал одно замечание или пожелание. Вот мы в свое время проводили исследования на соответствие этих комбикормов и премиксов, балансирования недостатков основных питательных и биологически активных веществ в рационах. Мы вводили их в рекомендуемых дозах, особенно премиксы. И что мы установили? Что если мы вводим рекомендуемую дозу в тот или иной рацион, допустим, молочных коров, мясного скота, получается, что идет завышение одних биологически активных веществ и занижение других. То есть рацион не балансируется. Почему такое происходит? Потому что премиксы и комбикорма не привязаны к сегодняшней базе. Ведь они где-то когда-то разрабатывались, эти усредненные, а конкретно сегодняшние. Ведь произошли огромные изменения в структуре рационов. Сейчас во многих кормах нет сенажа, порой нет силоса. Если, допустим, мы в советское время заготавливали 30-35 миллионов тонн сила, сейчас мы заготавливаем около 5 миллионов тонн сила. И используем в основном в сельхозпредприятиях. Поэтому необходимо проводить работу в направлении разработки адресных комбикормов и премиксов. Что такое адресные комбикорма и премиксы? Для определенного? Они привязаны к дефициту конкретного хозяйства. Вот здесь такой-то дефицит. На основании этого дефицита мы разрабатываем рецепт комбикорма, рецепт премикса и его производим. Тогда будет рацион отбалансирован по полной программе. Все понятно. И вот я еще хотела вопрос. Наше производство мы произвели, которое вы знакомы с этим кормовой добавкой, называется бентабак. Да.
Да. Ну вот, какое ваше мнение? Ну, на основе бентонита, это же глина, Да. основа глина. Да. Она содержит, Кормовая, да, она содержит комплекс макро-микроэлементов. Да. И естественно, при нашем дефиците микроэлементов в рационах и кормах, внесение этой добавки оказывает положительное влияние на продуктивность животных, потому что она позволяет нам восполнить недостаток макро-микроэлементов, такие как медь, Да. кобальт, Мы йод. плюс добавили к этому кормовому бентониту микроорганизмы. Там есть микроорганизмы, которые улучшают функцию желудочно-кишечного тракта. Это вы хотите сказать по типу пробиотиков? Ну, называется это пробиотическая кормовая добавка. Да, вот что такое пробиотики? Да. Это же набор микроорганизмов, которые свойственны желудочно-кишечному тракту животных. Поэтому мы, что бывает, вот предупреждение процессов ацидоза, кетоза, там, и когда вот бывают проблемы в желудочно-кишечном тракте, вот, поэтому мы добавили... Это однозначно, это очень положительный момент. Я скажу больше, что он будет наибольшую значимость иметь при скармливании молодым телятам, допустим, у которых еще не сформировалась микрофлора в рубце. Это будет очень полезно. Так же, как и пробиотики любые, так вот это тоже будет положительно влиять на рост и развитие молодняка. Да, у нас еще есть отдельный пробиотик против смешанной кишечной инфекции. Она называется полилактовид. Полилактовид. Почему поли? Потому что там несколько этих патогенных микроорганизмов, смешанная кишечная инфекция. И мы это рекомендуем молодняку. Именно для молодняка это птиц и сельскохозяйственных животных. А вот это вот кормовая добавка, пробиотическая кормовая добавка, вот именно кроме макроэлементов, и мы посчитали, что нужно добавить еще микроорганизмы. Целлюлозитические, которые это очень ценно, потому что это тот же пробиотик еще получается дополнительно.